Всем привет, меня зовут Анастасия, это канал о Турции и жизни в горной деревне. И сейчас мы немножечко с вами поболтаем о приятном, о полезном, а чуть дальше о нашей деревенской рутине. В Турции только во время каникул открывается летняя школа мечети, там, где проходят основы мусульманства, учат молитвы, и в принципе я в этом не вижу абсолютно ничего плохого. И, кстати, по предмету Дин культур, есть такой в Турции предмет мусульманства, моя дочка за счет этих летних школ получает 100 баллов. Она ходит туда абсолютно добровольно, ей там очень нравится, приходит она счастливая, и за раз, в общем, она у меня решила выучить все основные мусульманские молитвы. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Все? Evet. Anlamını okuyayım mı? Остальное нету? Hayır. Так как летние каникулы подходят к концу, в нашей школе мечети был сегодня последний урок. Идем проведаем дочку. Обувь надо здесь снимать, потому что все в коврах. Учит арабский алфавит. Все, не будем мешать им. Церковь у нас, мечеть у нас очень уютная. Здесь проходит омовение. И даже деревянные тапочки есть, смотрите, эксклюзив прям. Кстати, вы знаете, что обувь у нас сейчас настолько отдаленная от натуральной, и все дальше и дальше эта обувь нас отдаляет, в общем, от земли. Раньше обувь была очень тонкой, на натуральной коже, либо на деревяшках, в общем, как вы только что видели. А мой сыночек, в общем, с рождения, как только начал ходить, по возможности я его отпускаю ходить босиком. Ему это очень нравится, он к этому очень привык. И все люди удивляются, можно даже сказать в шоке. Да вы что, оденьте ему босоножки, разве так можно ходить? А вдруг он поранится, еще что-то. В общем, всегда шокирующий взгляд. Я к этому уже привыкла, и даже муж меня постоянно ругал, что не нужно так делать. Я никак не могла донести до него, что это очень полезно, что это очень нужно, до того момента, пока он не посмотрел лекцию местного турецкого профессора. Так как я родилась и выросла сама в Средней Азии, мое все детство прошло босиком и черт знает где, начиная от холмов, гор, пустынь, песков и заканчивая болотами. Те, кто выросли в Средней Азии, меня поймут. Пишите мне в комментариях. Ходить босиком по земле – это не только приятное ощущение, но еще и терапия для нашего тела и нашего разума. Есть физические преимущества, укрепляет мышцы стопы и голени, неровные природные поверхности, такие как трава, камушки, песок, заставляют работать мышцы активнее, улучшая их тонус. Также улучшает осанку. Ходьба босиком помогает равномерно распределить нагрузку, разгружая позвоночник и суставы. Также стимуляция кровотока. Контакт с прохладной землей стимулирует кровообращение, особенно в нижних конечностях. А также массаж стоп. Вы знали, что в наших конечностях находится огромное количество нервных окончаний? А еще немаловажный факт – это психоэмоциональный эффект. Снижение стресса. Прогулки босиком расслабляют, снижают уровень кортизола и, конечно же, улучшают настроение. Считается, что контакт с землей помогает сбалансировать биоэнергетическое поле человека, особенно при переутомлении и эмоциональном напряжении, а также улучшение сна и памяти. Только гулять, конечно же, нужно не по бетону и асфальту в городе, а где-то ближе к природе, на земле, на камушках, по песку. Девчонки, в общем, будьте здоровы и чаще гуляйте босиком. Сегодня утром, в общем, звонит мне дед и говорит: срочно прибегай, я, говорит, тебе что-то покажу.
Это у нас дед сварганил себе, в общем, такую штуку. Его друг плотник сделал ему ручку и вот это железо, в общем. Вот так тут, девчонки, зацените. А потом мы с ним собрались на рыбалку. Сказал нам, ждите здесь. Пошел смотреть, есть рыбы или нету. Охотник притаился, наверное, минут 5 уже так стоит. Кинул сетку. Не знаю, видно вам, нет. Görüyorum. Şimdi ben alırken de çek, olur mu? Dur. Одна. Там вторая, в общем, не знаю, что-то плохо видно по камере, но надеюсь, вам что-то видно. Şimdi bak alıyorum adamı. Çek gel. Burayı çek yayınla. Bu karnına da koy. О, видали, там рыбка. Nereden geçiyoruz buralarda? Берет с собой сумку и складывает всех рыб. Oğlum gelme buraya fazla. Эту сетку он плетет своими руками, она очень прочная. Так что, девчонки, мальчишки, заказывайте у нас в Инстаграм. Пойдем вытаскивать. Вроде что-то там большое прыгает. Слушайте, увидела. Здесь камни страшные, зеленые. Sanki büyük bir şey var. Sarılar var da. Bunlar yokmuş. У нас дед настолько чистоплотно, что не только свои огороды, но еще и море чистит. Что ты там поймал?
Başka denize. Те, что маленькие рыбки государство запрещает, есть огромный штраф. Маленькие, в смысле, детишки. Их мы бросаем обратно в море. А те, что уже большие рыбки, мы их собираем. Убегает. А, гвозди. Şu balığın adı ne? Isparoz. Bunlar fazla büyümez. Bunlar bu kadar büyür. Kendi çeşidi öyle. Ve küçükler attın zaten. Küçükleri attık. Bunlar çok lezzetlidir. Ha. Девчонки, два взрослых не подумали, посадили ребенка возле мусорок. Запах жуткий. Он сидит, бутерброд кушает, проголодался. Все, пойдем на другое место. Anladın mı? Даже не знала, что у нас здесь в провинции есть. Прям возле моря такие отели. Здесь сетель. Так, домики здесь и море. Море здесь очень чистое, очень красивое. Так вот люди отдыхают тут. Мелочь пришла, поэтому он не стал вытаскивать. Нет, ничего нет. Так вот здесь и живут. Красота. Стой, стой. Не ходи, не ходи. Все, теперь можешь идти. Isparoz. Сейчас. Şimdi var bir tane küçük balık veririm atarsın. О, büyük ha. Иди, он тебе рыбку даст маленькую. Хорошо, только держи, иди. На сеточку не наступай. Bak buradan böyle kafasını tutuyorsun, tamam mı? O zaman böyle atıyorsun. Öbür tarafa eline dikene batır. Böyle sık sıyırını tut. Atmıyorsun. Yıkır. Hızlı. О, поплыла. Dikene alın üstüne. Hadi git. Hadi git.
Ага, уплыла. Hadi böyle. İyi. Heh, hadi gitti. Все, уплыла счастливая. Сетка порвалась у нас. Ondan kaçtı o zaman. Denk getirirse buraya kaçar. Поэтому, да. Будет чинить теперь дома. Что-то поймал опять. Ну-ка, побежали скорее туда. Görebiliyor musun? Ага. Шорты не мочи. Gözler geniş. Hadi bakalım. Хочу поделиться с вами секретом, когда наш дедушка устает от нас всех, он садится на мотор и едет по дикой природе, отдыхает пару часиков и возвращается с новыми силами и энергией обратно домой. Если вам было полезно и интересно это видео, обязательно поставьте лайк, поделитесь с ним с друзьями, так вы поможете каналу развиваться. И обязательно оставьте комментарий. Ваше мнение для меня очень важно.